Салтанат, добро пожаловать на землю СРРКи. Ваши ожидания от программы? Ожидания... Хочется грамотно ответить на вопросы, возможно, которые будут какими-то каверзными либо неожиданными. А вы встречались с детьми ранее на подобных телевизионных проектах? Нет, это будет мой первый опыт. Готовы ли вы поделиться с ребятами своей формулой успеха? Постараюсь. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Формула успеха». Сегодня мы с вами окунемся в мир классического вокального искусства, которое возникло в солнечной Италии, а точнее во Флоренции, и нашло отклик в сердцах жителей Великой Степи. И это искусство – опера. На мировой оперной сцене наряду с мастерами оперного исполнения выступали и выступают наши казахстанцы: Бибигуль Тулегенова, Ермек Серкибаев, Алибек Днишев, Майра Мухаммедқызы, Нуржамал Усенбаева. Интерес к музыкальному оперному искусству Казахстана необычайно возрастает. Наши постановки имеют успех и положительные отклики от зарубежного зрителя. Сегодня у нас в гостях одна из известных оперных певиц Казахстана, обладательница выразительного сопрано, ведущая солистка театра «Астана Опера». Кто же она? Внимание, на экран! Салтанат Ахметова знала с детства, чем именно хочет заниматься в жизни. Она думала стать переводчиком, свободно говорит по-английски и по-итальянски. Салтанат очень рано окончила школу в 14 лет. Когда вместе с мамой Салтанат отправилась поступать в университет, по дороге зашла в музыкальный колледж, убедиться, что точно не примут на пение. Однако ее никто не остановил. Так и начался ее путь в мир оперы. Вот уже 7 лет Салтанат – ведущая солистка оперы столичного театра «Астана Опера». Более широкая известность к ней пришла после победы на телепроекте «Большая опера». Девушка живет на сцене, а сцена с ее присутствием оживает. Ценители музыки и творчества Салтанат делятся. Достаточно один раз увидеть ее выступление, чтобы влюбиться в эту девушку и в ее голос. Салтанат же влюблена в оперу, и эта любовь к работе вдохновляет ее на новые успехи. Цель жизни Салтанат описывает как обычную – быть в профессии, быть профессионалом, максимально развиваться в своем деле. Коллеги и друзья описывают Салтанат как светлого, искреннего, тонко чувствующего и открытого человека. На своей страничке в социальных сетях она делится впечатлениями от работы и путешествий, а свободное время, хотя его немного, проводит в компании близких людей и нередко в караоке. В чудеса, признается Салтанат, тоже верит. Когда происходит что-то хорошее, это дает веру в будущее и в то, что все будет хорошо. Салтанат утверждает, чтобы люди любили искусство, в том числе театральное, нужно делать его популярным. А теперь, ребята, встречайте! Заслуженный деятель Республики Казахстан, ведущая солистка «Астана Опера», победитель российского телевизионного проекта «Большая опера» Салтанат Ахметова. Здравствуйте. Ой. Как вас много. Добрый день, Салтанат. Здравствуйте. Мы рады встрече с вами. Готовы ли вы ответить на вопросы ребят? Надеюсь, что готова. Отлично. Перед началом нашего диалога хочу объявить некоторые условия нашей программы. В первой части вопрос-ответ. Дети задают свои вопросы гостю. Во второй части лучший вопрос. Гость выбирает лучший, на его взгляд, вопрос и дарит эксклюзивный подарок тому, кто его задал. В третьей части вопрос от Салтанат Ахметовой. Наш гость задает один вопрос детям. Мы начинаем первую часть программы «Формула успеха». Добрый день, мы очень рады вас видеть. Спасибо. Мы очень много прочитали о вас, но нам бы хотелось узнать о вас лично и спросить о вашем детстве и о вашей семье поподробнее. Ну, у меня есть младшая сестренка. Папа, к сожалению, у нас умер, когда мне было 10 лет.
С детства любила вообще, в принципе, любое творческое самовыражение. Мама старалась всегда нас с сестренкой куда-то отдать на какие-то кружки. То есть помимо того, что я ходила в музыкальную школу, я закончила школу по классу фортепиано, мы участвовали, у нас там были какие-то постановки, то есть это были отчасти какие-то... Ну, в смысле, какая-то актерская, скажем так, игра. Я занималась в вокальной студии, я занималась кукольным театром, немножечко пыталась там на танцы ходить. Ну, просто я очень быстро увлекаюсь разными какими-то видами деятельности, но очень быстро перегораю, поэтому занималась много чем, но в итоге до конца со мной осталось только пение. Сестренка моя тоже закончила музыкальную школу, поступала дальше в университет тоже по музыкальной профессии, но уже по семейным обстоятельствам она не стала продолжать свою жизнь, связанной с музыкой. Обычная семья, простые родители. У меня мама по образованию строитель. Она закончила строительный техникум. Папа тоже много чего заканчивал, но в итоге работал тоже в городском таксопарке. То есть абсолютно рядовая семья. Какой день в вашей жизни был самым ярким и запоминающимся? Ну, одним из этих дней, конечно же, там был День Победы на телепроекте. Сказать, что это был самый яркий, не знаю. В разный период есть разные какие-то моменты, и сказать, что один важнее другого, наверное, неправильно, потому что в разный отрезок твоей жизни какие-то разные аспекты для тебя более важны. Ну, наверное, когда родился мой племянник, вот один из самых таких, из последних ярких событий, это первый ребеночек в нашей семье, пока что единственный. Что вас сподвигло заниматься оперой, и в какой период своей карьеры вы поняли, что опера — это ваше все, и вы хотите жить этим? Ну, в принципе, мне с детства нравилось пение в принципе. Но на тот момент я не понимала, допустим, что это опера, но именно вот такое звукоизвлечение как-то наибольше вызывало отклик во мне. И то есть, когда по радио звучали какие-то композиции. И мне очень нравилось именно такое пение, но я на тот момент не понимала, что это опера, но я пыталась как бы спародировать, повторить, там какие-то высокие ноты достать. И я помню в школе, когда я училась, не помню, наверное, может быть, в классе в 5-м, в 6-м, в Кокчетаве у нас есть городская, вернее, областная филармония, и коллектив к нам в школу приезжали для концерты устраивали. И я помню, что ребята все смеялись, когда выходил певец, и вот как бы классической постановкой там что-то пел, арию, какие-то неаполитанские песни. Ребятам это было смешно, а я сидела и не понимала, почему все смеются, потому что это так красиво. Вообще, в принципе, опера, если вы ходите здесь в музыкальный театр, может быть, или когда вы куда-то ездите, если вы посещаете оперный театр, это такой жанр, то есть либо вы влюбляетесь в него с первого взгляда, либо вы никогда его не будете воспринимать. Вот почему-то вот так. Либо это откликается, либо нет. Ну вот у меня как-то откликнулось сразу. Вопрос, жалела ли я когда-нибудь, что выбрала этот путь, это уже другой вопрос. На самом деле человеку свойственно часто там сомневаться, особенно если вдруг ты на пути встречаешь какие-то препятствия. Очень важно не сломиться духом и верить в то, что это все временно, и если ты действительно хочешь этим заниматься, то, в принципе, эти преграды, эти трудности, наверное, тебя не остановят. Нужно всегда находить какой-то объектив, наверное, к которому ты дальше будешь стремиться. Но, то есть изначально, когда я пошла уже учиться, я знала, что это то, чем я буду заниматься всегда.
Был ли у вас момент в жизни, когда вы перегорали, и как вы с этим справлялись? Очень часто были моменты, когда я перегорала, и когда мне казалось, что, может быть, сменить вообще род деятельности. И в такие моменты я очень часто увлекаюсь как раз-таки каким-то чем-то новым. Все люди, в принципе, творческие, правильно? Просто все так любят говорить, что творческие люди, они такие эмоциональные. На самом деле, мне кажется, люди все творческие, просто каждый в какой-то своей отрасли, скажем так, не совсем правильное слово, но и поэтому всем нам свойственно, да, какие-то эмоциональные качели. Сегодня хочу, завтра не хочу, сегодня нравится, там завтра ты проснулся и у тебя там, ну в частности вот про вокал, я говорю, у тебя не звучит голос, и ты думаешь, все, зачем я вообще этим занимаюсь, у меня ничего не получается, и очень часто бывают такие немножечко депрессивные состояния, но главное не опускать никогда руки, потому что препятствия будут всегда на пути, на любом, неважно, чем ты занимаешься, препятствия будут всегда. Нужно воспитать в себе именно вот это качество, что не сдаваться этим препятствиям. Поддерживали ли вас родители в выборе вашей профессии? Я считаю, для многих это сейчас очень важная тема. Спасибо за вопрос. Я думаю, для многих это очень важная не только сейчас тема, это всегда тема, которая стоит во главе угла, наверное, потому что зачастую, как вот мы до этого обсуждали, что родители пытаются в своих детях реализовать какие-то свои не сложившиеся мечты, желания, решают за него, кем он должен стать, выбирают какую-то профессию, которая далее будет более экономически выигрышной, скажем так. И поэтому очень часто мы имеем людей, которые в итоге работают, наверное, не по профессии. Хотя иногда бывают и такие истории, когда человек вроде выбирает какую-то специальность, но потом в процессе он понимает, что ему это неинтересно. И меня родители, мама меня всегда во всем поддерживает. И даже наоборот, когда вот бывают такие какие-то депрессивные ситуации, то есть мама, она всегда находит какие-то слова, и подбадривает, и наоборот ругает меня, когда, допустим, там, я не верю в себя, допустим. Когда у вас были те моменты, когда вы волновались перед выходом на сцену? У вас срывался голос, может быть, вы брали не ту ноту, дико волновались? Если да, то как вы с этим справлялись, или это приходит с опытом? Ты знаешь, такое состояние у меня до сих пор бывает перед выходом на сцену, несмотря на то, что я на нее очень часто выхожу, волнение присутствует всегда. И бывает, что да, ты выходишь, и дыхание вообще не держит от этого волнения. Ну, с опытом ты находишь какие-то лазеечки в своем мозгу, чтобы себя немножечко обмануть, успокоить. Ну и плюс, конечно, это подготовка, работа. Если ты перед любым выступлением ответственно ко всему подошел, ты занимался, там оттачивал какие-то моменты в исполнении. То есть если ты готов максимально, то, соответственно, и волнение будет меньше. Слушаете ли вы рок-музыку? Прям тяжелый рок нет. Это для меня тяжеловато, а что-то... Ну, мне разные жанры нравятся, если честно. И просто я, знаешь, не всегда знаю, как этот стиль называется. Может быть, так правильно. Ну, например, каких исполнителей? Ты слушаешь рок? Я нет. Ты не слушаешь? А почему ты интересуешься именно роком? Ну, я не то чтобы интересуюсь, просто мне интересно, слушаете ли вы его? Я слушаю разную музыку. На самом деле, кстати, оперу я не слушаю, когда нахожусь вне театра. Но мне очень нравится блюз, мне нравится R&B, я не знаю, джаз, если такой серьезный джаз, то для меня сложновато, я его не особенно понимаю. Соул, ну и в том числе, я думаю, что рок, да, просто я не совсем знаю.
как правильно именовать жанр. И, в принципе, я слушаю разную музыку. Здравствуйте. Чем вам нравится заниматься в свободное время и как вы любите отдыхать? Я люблю отдыхать просто. Ну, я вообще лентяйка, если честно. И когда отдыхать, я люблю просто поваляться, посмотреть кино, какой-нибудь сериал. Я обожаю Netflix. Либо иногда, когда это вы говорили, там, пойти в караоке, попеть тот же, не знаю, рок, это будет не рок, не знаю, что-то такое попеть, встретиться с друзьями, пообщаться. То же, что и все люди. Когда я нахожу себе какое-то новое увлечение, бывает, что все свободное время, допустим, занимает новое увлечение. Вот недавно, буквально вот весной, у меня было такое увлечение, я захотела шить нижнее белье. Я пошла на курсы, я отучилась, научилась, и в тот период, там, не знаю, примерно, наверное, месяц, может быть, полтора, я вот только этим болела, я везде смотрела ткани в интернете, фурнитуру, смотрела обучающие какие-то видео. Я даже купила видеокурс и посмотрела только один урок, потому что уже к тому моменту перегорела. Вот. И на тот момент вот я занималась этим, допустим. Мне нравилось шить, я там краила что-то, рисовала, покупала эту кальку, миллиметровую бумагу, на которой это все там рисовать. То есть как-то так. Все зависит от того, чем я на тот момент интересуюсь. Если ничем, то мне просто нравится отдыхать, смотреть фильмы, пойти в кино, я не знаю, встретиться с друзьями, покушать где-то что-то вкусненькое. Были ли у вас комплексы? Ну, комплексы. Если да, то как вы с ними боретесь? Да. У меня есть очень серьезный комплекс, когда меня сильно хвалят, я чувствую дискомфорт. Мне кажется, что это так незаслуженно и что это стыдно. Либо когда говорят там, ой, вы же звезда. Я очень не люблю это слово, потому что звезды, они на небе. И себя там какой-то звездой я не считаю. Опять же, если бы я была там как Анна Нетребко или, не знаю, Монсеррат Кабалье, возможно, это было бы уместно. Жалели ли вы когда-нибудь о том, что стали оперной певицей? Нет, я, наверное, не жалела и не жалею, потому что это все-таки моя любовь, моя жизнь. Единственное, может быть, я жалею о том, что больше ничего особенно не умею. То есть музыканты, они вот немножечко такие однобокие, те же скрипачи, пианисты, вот они там по 5-6 часов в день занимаются, то есть, грубо говоря, концентрируются только на этом. То есть если вдруг, например, я перестану петь, то, допустим, я не знаю, чем я буду заниматься, там, чем, грубо говоря, я буду зарабатывать себе на хлеб, да, потому что я больше ничего не умею. Вот, скорее всего, я не жалею, что я стала, что занимаюсь оперой, но я жалею, что я не научилась или не умею чего-то еще такого другого, серьезного, которое бы могло в случае чего мне какую-то стабильность, допустим, дать. Мне бы хотелось у вас узнать, какой совет вы могли дать людям, которые хотят изучать новый язык с нуля? Ну, какой язык? Просто начать им заниматься, потому что многие, как и я в том числе, останавливаются только на ступени «хочу» и никогда не переходят к действию. Самое главное, наверное, это просто начать этим заниматься. Это самый, мне кажется, главный момент. Просто, если ты захотел что-то делать, сделай первый шаг, и дальше пойдет. То есть большая дорога начинается с маленького шага. И я думаю, успех, как бы он не заставит себя долго ждать, и прогресс... Ну, как-то так. А потом главное желание учить язык, который тебе нравится. Скажите, пожалуйста, какое человеческое качество является в жизни самым главным? Почему? Самым главным, наверное, честность.
Причем это во всех аспектах, не только с кем-то, но честность с самим собой очень важна. Если мы будем честны с самими собой, то мы очень много, возможно, ошибок не совершим, поступим как-то по-другому, даже в плане самого себя. И когда ты будешь трезво себя оценивать, это гораздо полезнее, нежели приписывать себе какие-то качества, которыми ты не обладаешь. Поэтому, наверное, да, честность, доброта. Когда вы учили языки, вам было трудно совмещать и изучение языков, и изучение оперного пения? Ну, языки я изучала еще до того, как занималась там оперой. Английский язык мы в школе учили, у нас с 1 класса он был. А итальянский я уже непосредственно учила, когда училась в Италии. Нет, это друг другу совершенно не мешают эти процессы. Даже наоборот, как вначале вот говорили, что опера зародилась в Италии, и основная масса оперы не на итальянском языке. И изучение языка, на котором ты поешь, очень важно, потому что тогда ты понимаешь, о чем ты поешь, соответственно, можешь дать соответственную эмоциональную окраску какую-то, да, произведению, которое ты исполняешь. Либо, например, на сцене очень важно понимать, что тебе говорит твой коллега, твой партнер. Поэтому знать языки очень важно и нужно, и это совершенно не мешает. Какой вклад в музыку, музыкальную индустрию не только Казахстана, но и мировую вы хотели бы сделать? Это сложно, потому что если бы, например, я была бы композитором, то вклад был бы те произведения, да, которые я напишу. А так как я исполнитель того, что уже написано в основном, это уже очень сложно, потому что очень много певцов, тем более с той эпохи, которые уже сделали этот вклад, и то есть исполнили какие-то вещи так, что переплюнуть очень сложно, их даже приблизиться очень сложно. Поэтому сказать, какой вклад хотелось бы, какой-то весомый вклад сделать, но получится ли, не знаю. Расскажите, сложно ли переключаться с оперного пения на академический или эстрадный вокал? Оперное пение — это академические вокалы есть. Но это немножечко другой прием, но сложно или нет. Но мне не сложно, например. Но мне кажется, нет. Мне кажется, не сложно. Салтанат, да. Интересно ли вам было общаться с детьми? Готовы ли вы выбрать самый интересный вопрос от ребят? Подарок от меня за самый сложный вопрос, который сегодня прозвучал, на который я не смогла ответить. Это тот молодой человек по имени Никита. Спасибо, поставили меня в тупик. Очень интересный вопрос. Спасибо вам. Все. В третьей части нашей программы наш гость и дети меняются местами. И теперь вы, Салтанат, можете задать свой вопрос ребятам. Какой? Сейчас узнаем. Вопрос такой. Да. У меня очень часто спрашивают, как популяризировать классику, оперу. Вот скажите, я хочу не то, что даже задать вам вопрос, а просто попросить помощи, да, мне ответить на этот вопрос. Как вам кажется, как можно популяризировать оперу, культуру в целом, театр, как привлечь вот ваше поколение ходить в театр, на спектакли, в частности в оперу, на балет? Вообще, по идее, по-разному популяризируют разные свои сферы. Но сейчас, в современное время, это помогает делать ТикТок. Спасибо. Мне кажется, нужно свой талант, свое творчество, больше о нем рассказывать. Например, где рассказывать? Вот как сказала. Типа в ТикТоке, да, например? В ТикТоке, в Инстаграме у вас там страничка, я не знаю, есть, нет? Там тоже все вести. Спасибо большое.
Салтанат, Да. в завершении программы, что бы вы пожелали нашим зрителям и ребятам в студии? В чем, на ваш взгляд, заключается формула успеха? Формула успеха найти что-то свое, то, что вам по душе, и никогда не сдаваться, несмотря ни на какие трудности, которые будут встречаться на пути. Они обязательно будут встречаться, без этого никак. Но быть сильными духом и всегда находить в себе силы идти вперед. А мы напоминаем, что сегодня в гостях у программы «Формула успеха» была заслуженный деятель Республики Казахстан, ведущая солистка Астана Опера, победитель российского телевизионного проекта «Большая опера» Салтанат Ахметова. Салтанат, мы благодарим вас за участие в нашем проекте и за приятную беседу. Ваша притягательность, уникальный голос, несомненно, обретут новых поклонников. Мы желаем вам творческих успехов и вдохновения. На память о нашей программе примите статуэтку «Формула успеха», символ успешности и популярности, Приятно, спасибо. а также книгу Абая Кунанбаева «Слова назидания». Ой, мамочка, спасибо большое. Найти формулу успеха и перевернуть весь мир. У каждого успешного человека есть своя формула успеха. Найдите ее и вы. Салтанат очень добрый человек и отзывчивый, очень любит детей. Мне безумно понравилось. Салтанат очень добрая, увлекательная, очень интересно ее слушать, и программа дает больше возможностей развиваться.